Вот уже более года в мире, стране и республике властвует пандемия коронавируса. 31 марта глава Якутии подписал указ о продлении режима повышенной готовности. Этот режим был введен в марте прошлого года. И хотя обстановка с коронавирусом в республике начинает стабилизироваться, однако все якутяне с нетерпением ждут брифингов оперативного штаба. Вы, наверное, уже догадались, что сегодня мы поговорим с заместителем председателя правительства республики, вторым человеком в оперативном штабе республики после главы Ольгой Валерьевной Балабкиной. Итак, Ольга Валерьевна, здравствуйте. Вы знаете, наверное, вы будете сейчас удивлены, но пандемия у меня началась на одном из брифингов во время твоего вопроса, Николай, когда вообще, ВОЗ определил пандемию, и ты достаточно таким бодрым голосом, начал задавать вопросы, говорит, а как же мы будем бороться с пандемией? Я стала на тебя смотреть и думать, так, он знает что-то больше, чем знаю я. Вот так началась для меня пандемия. Как раз тогда была корь. Тогда была корь, тогда действительно заканчивалась уже вспышка кори, которая началась в середине декабря в республике Саха-Якутия, и поэтому был какой-то такой вот плавный переход, и коревая настороженность, которая у нас была у медицинских работников, она просто-напросто переросла в другую историю. Вообще оперативный штаб, он вырос в результате решения санитарно-эпидемиологической комиссии в январе месяце, тогда, когда возникла необходимость разрешать ситуации, связанные с санитарно-эпидемиологической защитой границ республики и Российской Федерации со стороны Китайской Народной Республики. И, соответственно, первые решения, которые принимались, это достаточно сложные решения, тогда не было вообще восприятия ни у кого, связанные с организацией обсерваторов для тех, кто пересекает границу из Китая. То есть на тот период уже в январе месяце были соответствующие установки, связанные с тем, как обсервируем китайцев и, соответственно, прибывших, в том числе на территорию России. Были закрыты, установлены термометрия проводилась, и тепловизоры приобретались сразу моментально на границах Нюрнбергского района и, соответственно, в городе Якутске. И вторым значимым моментом, кроме СПК и создания оперативного штаба, который решал эти проблемы, была такая история, которая тоже оказалась немножечко невидимой. Это первые методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, когда министр здравоохранения России Михаил Мурашко впервые опубликовал и сказал о том, каким оборудованием необходимы должны будут оборудованы именно инфекционные стационары для того, чтобы бороться с ковидом. Мы очень четко поняли и провели на тот период инвентаризацию всех наших ИВЛов, определили их потребности и, соответственно, начали отработку по их приобретению и ряд других позиций, которых нам было недостаточно. А если с ИВЛами можно было на рынке и на тот период, и чуть позже каким-то образом в любом случае ИВЛы найти, а вот что касалось масок, тогда мир встал весь. Мир стал весь, и поэтому самыми сложными тогда решениями были решения, связанные с то, каким образом нам обеспечить средствами индивидуальной защиты именно работников, прежде всего медицинских. Ну и, как вы помните, тогда достаточно громко шел вопрос о том, что с аптек действительно пропали маски. Но они и не могли, эти маски, пропасть, потому что за январь-февраль и практически за январь-февраль у нас был с аптек скуплен весь годовой запас масок как таковых. Вообще идея проводить брифинги, она, безусловно, принадлежит главе республики. И мы, если помните, то брифинги проводили первые разы, даже 2 раза в день. С утра проводил глава, потом вечером проводила уже я по результатам работы. Это было связано с необходимостью снятия фейковых информаций и вот этих страхов, которые у людей могли быть. Если вы вспомните, то буквально там стоило где-то с любым подозрением на кашель у нас непосредственно появиться того или иному больному, то, соответственно, мы же исходили вообще на первой стадии из необходимости сразу локализации, и в том числе закрытия, например, медицинского учреждения. И, конечно, даже сегодня уже нормально воспринимаются люди в СИЗах. А вспомните весь прошлый год, начало прошлого года, когда впервые появились вот эти кофры, когда в кофрах стали выносить людей из больниц, когда появилось там объявление, например, на РБ-1 и так далее. И нужно было людей успокоить.
Вот именно для того, чтобы и вот эта вот уже полноценность информации, она была достаточно таким вот серьезным позиции. Есть один брифинг, он был летом, я тогда видела, ну, вообще я всегда смотрю на глаза операторов, смотрю на глаза, когда ребята мне задают вопросы, и вот тогда, когда был достаточно большой подъем, и я сказала о том, что случаев больше 100, я видела вот этот вот такой какой-то определенного рода общее сопереживание. Самый тяжелый период у меня был тогда, когда пришла установка с Министерства здравоохранения Российской Федерации об условиях захоронения ковидных больных. Я не воспринимала по-человечески о том, что есть иной порядок, да, и я не понимала, как мы, как власть, можем выйти и людям это объяснить. То есть для меня это был самый тяжелый момент, и поэтому он такой интимный, он очень личный момент у каждого, да, и поэтому это был самый тяжелый. Все остальное, оно все-таки в какие-то рабочие рамки входило, и ситуации разрешались. А вот этот человеческий момент, он был таким сложным. И тогда, когда глава, например, объявил о том, что запретил, ну, мы выставили ограничения на посещение того же кладбища во время родительского дня, да, это для меня тоже было очень сложно, потому что в моей жизни вообще не было времени, чтобы, и, ну, у меня не было даже периода, чтобы я не посетила могилу родителей. Поэтому вот это было самое сложное. Были определенные моменты, но они достаточно волнообразно шли, да, вот как сейчас, есть же какой-то определенный спад, да, но уже уроки есть прошлого подъема, и уже сейчас я дальше продолжаю систематически отслеживать, сколько сегодня на скорой привезли. Например, вчера за сутки 2 ковидных было на скорых, и только сегодня утром я вспомнила, что были ситуации, когда на скорой было 30 ковидных. Да. Вот сегодня на ИВЛ нет никого, да. Была ситуация, когда у нас за 100 человек выходило на ИВЛ. И поэтому вот главное сейчас, в моем понимании, вот эту вот ситуацию не упустить. Если вдруг пойдет вверх, потому что он пойдет стремительно. Мы же выпустили ситуацию. Но очень много сняли ограничений, поэтому сегодня от людей зависит очень много, чтобы соблюдать правила. Маску правильно одевать необходимо, значит, чтобы вот белая сторона сама по себе, она, значит, шла к лицу, а более темная сторона, она шла вот сюда. Отлично. А вот здесь вот еще какие-то... Да, но сверху должна быть непосредственно та, которая будет держать нос, и, соответственно, значит, она более прилегать будет, и, соответственно, натяжка на подбородок маски должна быть осуществлена. Тогда сразу у нас появились ролики. Хочу поблагодарить вот профсоюз медицинских работников. Тоже достаточно неоднозначно люди восприняли эти ролики, но девочки-медики объясняли, как эти маски носить. И момент, который связан с масками, да, он еще и связан с тем, что, по-моему, в апреле месяце мы провели телемост с Китаем, где и как раз китайские врачи, которые работали в Ухане, поделились с нашими врачами, которые работали именно в наших, значит, непосредственно у нас в больницах, как правильно носить маски и как предохраняться. И маски, во-первых, наши медработники одели двойные маски, и нас очень многие за это критиковали. Мы взяли китайский опыт и все-таки заклеивали и маски, и очки скотчем. Здесь разные позиции сами по себе, да, но, может быть, даже обращали внимание, если в первые дни, там где-то в марте, в апреле, в мае, да, все достаточно тоже так скептически относились. Вот Балабкина тоже маску не одела, да. Сейчас я практически маску не снимаю, да. Но это связано с тем, что все-таки это реальное средство защиты. Поэтому надолго ли это с нами? Ну, коронавирус точно с нами навсегда. Да, но насколько у нас слабеет или нет, это, конечно, скажут эпидемиологи. Нам главное понимать, по каким новым стандартам мы будем жить. Все-таки нужна определенная разобщенность среди людей для того, чтобы снимать напряг с них. Я думаю, что масочный режим, наверное, до конца лета должен сохраниться. Будет сохраняться, скорее всего, как и все ограничения как таковые. Может быть, для кого-то маска уже войдет в большую норму, особенно если речь будет идти о, значит, массовых мероприятиях. Опыт пандемии для медицины, во-первых, он дал новый урок,
сроки, связанные с тем, как мы работаем с гражданами на дому. То есть если мы, как правило, ждали в основном всегда гражданина в поликлиническом звене, в первичном звене, то теперь как медицина может работать на дому. Например, та же история по доставке лекарств. Да, если, например, те же бесплатные лекарства, обычно нужно было там дойти, в аптеке его забрать по записи и так далее, то пандемия сказала, ну, есть более простой способ. Да, пожалуйста, доставщик пусть эти лекарства тем, кто находится дома, доставляет. Ну и что-то не будет подвергать себя и лишней опасности, и каким-то таким вещам. Это одна история. Вторая история. Люди стали больше ценить, и я считаю, что это нужно использовать вот такое и человеческое общение. Но это исключительно человеческая вещь. Больше стали задумываться о здоровье, и стало появляться больше желания выходить на улицу и, может быть, где-то пробежку, какие-то зарядки делать. И, исходя из этого, медицина будет направлена на профилактику прежде всего. А с точки зрения инфекционного отделения, ну, конечно, расширяться. Я, конечно же, сторонник наличия медиков в школах. Но в этой ситуации у медика должно быть немножечко иное направление работы, чем мы его привыкли видеть с классического советского понимания. Да, тогда, когда медик занимался там медосмотрами, там вовремя прививки, вот такие вот вещи, да, и реагировал на какие-то экстренные случаи. Сегодня практически скорая помощь при тех нормативах, которые устанавливаются, она доезжает моментально везде. Да? Какой должен быть медик, с какой квалификацией? Это либо какой-то особый детский медик, либо еще какая-то. Вот здесь по-иному нужно посмотреть по содержанию его работы. Ведь действительно медик должен отследить и за тем, что в питании, да, и за гигиеной детей, да, как таковой медик. Вот что это за медик будет по содержанию? Простая ли это медсестра, как было ранее? Хватит ли ее по объему? Все в основном были самоизоляции дома, то я была самоизоляцией на работе. Это очень тяжело. Я вообще, конечно, люди, которые находились дома, я вообще, сложно себе представить, да, конечно, что постоянно находиться дома, и поэтому достаточно часто я выходила и говорила о том, что имеет смысл по утрам пожилым людям, возможно, прогуливаться где-то, получается, когда вот начались уже такие прогулки, и погода, ставили задачу перед городскими властями, муниципальными властями чистить дорожки для того, чтобы пенсионеры могли приходить, отрабатывали с коммерсантами для того, чтобы в более спокойное раннее время они принимали пенсионеров, потому что постоянно находиться дома это невозможно. Это очень тяжело, безусловно. Но, тем не менее, были созданы все условия для бесконтактной как торговли. И нужно сказать, что очень многие предприятия перестроились достаточно быстро. Я даже для себя не понимала, например, до конца, да, есть установка о том, что переходим на бесконтактную торговлю. Недавно я общалась с руководителями Киви Кеттеринга, и когда они сказали о том, что мы, говорит, просто собрали весь коллектив и для себя стали решить, либо мы все вместе выживаем и перестраиваемся, либо же, значит, непосредственно, да, все равно жизнь продолжится дальше, либо кто уйдет, тот уйдет. И вот это дало им возможность и даже сейчас и коллектив нарастить, и новые для себя открыть какие-то вот такие вот вещи, которые точно были на пользу всем. И именно вот это объединение, оно достаточно дало серьезную вещь. Даже у меня в секретариате и в оперштабе, те, кто оставался работать, мы действительно ровно поступили так же, как и медики. Я собрала весь секретариат и сказала, значит, сейчас тот, кто хочет, уходит на удаленку, у кого некуда девать детей. Все остальные увезли детей в деревню. Конечно, есть плюсы. Плюсы есть в том, что мы непосредственно очень много вещей стали делать быстрее, в том числе согласование документов, разрешение рядов вопросов. Мы меньше стали рассуждать и быстрее достигать результата. Например, мы понимали, что нам нужно исполнять нацпроекты и в обязательном порядке вести в Сунтарах и в Нюрбе, например, детские сады. И для того, чтобы решить эти вопросы, мы понимали, что у нас нету замены вахты тем, кто приехал на строительство детского сада в Нюрбе. Это было явно очевидно, граница не откроется. И тогда что делали? Соответственно, в срочном порядке поднимали стройотряды, соответственно, делали переобучение, собирали всех местных, и, соответственно, люди уже получали возможность в том числе зарабатывать.
не менее четко отработало Министерство труда республики, да, потому что на них упала колоссальная нагрузка выплатить все эти пособия. Да, и можно даже, и так же, как и пенсионный фонд, и фонд социального страхования. И руководитель пенсионного фонда, фонда социального страхования, почты, они входили в оперштаб. Банковские работники тоже входили через соответствующего заместителя министра финансов в оперштаб, решали все, как в Алдане почистить деньги. Тогда, когда был объявлен там карантин, как заменить одну, значит, пачку, да, условно говоря, грязных карантинных денег для того, чтобы их там перевести. Решался вопрос, как будут работать пенсионные службы, как таковые. Да, и там постоянно старики, как их развести. И, конечно, не было все просто. Да, как бы то Инстаграм дает, или там социальная сеть дает, потому что там в Тате очередь, или еще где-то. Нужно было на это сразу реагировать и, соответственно, выстраивать саму по себе систему. Когда выплачивали, например, пособия для детей, у нас были ситуации, когда один из руководителей пенсионного отделения в республике ездил, искал мамочку, находил ее, приводил, открывал карточку, и она получала эти деньги. Начнем с того, что непосредственно действительно само по себе производство вакцины в России это прорыв. Это реальный прорыв России во всем мире. Это однозначно его оценят не только, оцениваем сегодня мы. Да? Каждый раз оперативный штаб Татьяны Алексеевны Голиковой и Госсовет Сергея Собянина, как губернатора Москвы, соответственно, он проходил один раз в неделю. И мы всегда обсуждали, какой вопрос ставить. И иногда у меня было отчаяние, когда я говорила, надо спросить у него, когда вакцина будет, но больше ничего не надо. Да? И вот что все равно мы ждали вот этого момента, для того, чтобы понимали, что это сложно. Понимали, что Европа выходит, что нужно как-то, в общем-то, регулировать. И вот здесь то, что делал глава республики, он очень четко выбирал баланс, что открываем, что закрываем. Да? Четко все продумывалось. И момент, вот, на который бы я хотела обратить внимание по вакцине, да, когда пришла вот эта первая вакцина, конечно, немножечко был страх, но медики сразу вышли на передовой план. И тут мне был звонок не кого-нибудь, а экс-спикера Государственного собрания ЛТМН Виталия Николаевича Басыгысова. Он говорит, Жириновский вакцинировался? Я говорю, ну да. Он говорит, я тоже хочу. Я устал сидеть. Я говорю, Виталий Николаевич, я не рискну. Он такой, нет, я хочу вакцинироваться. И вакцинировался Виталий Николаевич вместе с супругой один из первых, 3 января, как только вакцина уже стала появляться массово. Но я думаю, что без вакцины было бы тяжелее, намного. Сейчас мы увидим, где работает Ольга Валерьевна Балабкина, специально для вас. Это дела с протоколами призывных комиссий республики. Я должна их всех подписать, потому что даже в условиях пандемии призыв мы проводили, и здесь просто везде должны быть поставлены подписи. День у меня начинается с того, что мне приносят вот такую оперативную сводку. Таких оперативных сводок по республике 3. Значит, она делается на базе, она вот таким вот образом выглядит. Сейчас к ней еще добавилась вот такая сводка по отслеживанию всех данных по вакцинации по всей республике. И вот сводка, которая передается федеральному инспектору вот в целом по всей республике Саха-Якутия. Соответственно, исходя из нее, из того, что здесь указано, принимается ряд базовых позиций. Вот я сегодня смотрю, что у нас в крайне тяжелом состоянии на ВЛ по республике. В РКБ никого нет. 2 человека вот в ЦЕМе, в РБ-2. Это, скорее всего... Вот с этих данных начинается брифинг. С этих данных начинается брифинг, да. Вот у меня здесь есть специальные там общие, что я вот прям в справке написано по брифингу, такая-то цифра, да. Вот всегда теперь вот начинаю, раньше я начинала с 1 страницы, сколько, зарегистрировано, теперь вот начинаю с 3. За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. Дальше уже я смотрю по каждому, вот каждый район здесь ситуация. Готовят эту справку, начинают в 6 утра.
И, соответственно, к 8 утра она у меня уже на рабочем столе. Ну и потом, соответственно, уже идет связь с районами республики для того, чтобы ВКС, да, для того, чтобы определиться, значит, у кого какие есть определенные сложности. И уже когда я выхожу на брифинг, ну, у меня уже полная картина вообще всего есть. Ну, как правило, весь год мы практически вначале проводили оперативные штабы, намечали планы, а потом уже отрабатывали моменты. Зачем вам 3 телефона? Вообще, мне нужен один. Я с этим борюсь, начиная с парламента республики. Да, потому что я не понимаю, для чего нужен секретарь и для чего мне 3 телефона. Один ПАЦ, другой АЦ, третий НЭК. Где какой, я не совсем понимаю. Я это признаюсь без всяких вопросов, но единственный телефон, с которым мне удобно пользоваться, это вот этот, потому что я вот набрала и вижу всех, значит, кто у нас подключен. Почему Александр Сергеевич и Владимир Владимирович? Это руководители, которые должны быть в обязательном порядке, являются. Почему Фемида? Потому что я никогда не забуду, что у меня юридическое образование и справедливость должна быть во всем.